Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан в преддверии праздника представляет программу «Венский вечер» Иоганн Штраус. Дирижирует и рассказывает главный дирижер, заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Дмитрий Крюков.
Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады приветствовать вас на нашем вечере, который посвящен великому австрийскому композитору Йоганну Штраусу младшему, вальсам «Весенние голоса» Йоганна Штрауса. Мы открываем сегодняшний концерт. Как известно, во всем мире Штрауса знают именно как короля вальса. В своем творчестве он синтезировал венгерский, австрийский, славянский национальный фольклор, а самое главное, раскрыл самые задушевные черты характера австрийского народа, любовь к родному пейзажу и его красоты. Всего Штраус является автором 477 вальсов, полек, кадрилей и маршей. То есть он подлинный мировой классик именно танцевальной музыки. Особое место в творчестве Штрауса, как Йоганна Штрауса-младшего, так и его отца Йоганна Штрауса-старшего, так и их братьев, занимает танцевальный жанр полька. Считается, что полька зародилась в 1830-е годы в Богемии и очень быстро распространилась по всей Европе до такой степени, что в Париже ее даже на законодательном уровне хотели запретить при помощи полиции, потому что этот танец считался вульгарным и неприличным из-за того, что нужно было очень высоко поднимать ногу. Однако, конечно же, это сделать не удалось. По свидетельствам очевидцев, уже в середине 19 века все хотели не просто танцевать, но и изучать танец полька. Сейчас мы исполним для вас две польки. Первая полька Йоганна Штрауса называется «Трик-трак» или «Трич-трач», что в переводе означает «болтовня». По словам Штрауса, он хотел передать склонность австрийского народа к сплетням. А вторая полька – это полька его младшего брата Йозефа Штрауса, она называется «Без забот».
Около трети всех сочинений Штрауса занимают именно вальсы. Конечно, он опирался на традиции своих предшественников, своего отца во многом, также традиции композиторов, которые несколько увеличивали, расширяли форму вальса, которые писали, допустим, симфонии или увертюры, скажем, Шуберт, приглашение к танцу Вебера. Однако сам Штраус говорил о том, что его заслуга в том, что он сделал форму вальса поэмной, существенно расширил вальс. Что это означает? Это не просто небольшая танцевальная пьеска, в которой одна, допустим, или две, или три мелодии. Каждый вальс Штрауса – это большая симфоническая поэма, в которой есть ярко выраженное начало, ярко выраженное окончание, скажем, как в симфонической поэме или в части симфонии, а внутри соединены несколько различных по характеру вальсов. Например, в сказках Венского леса, которые мы сейчас исполним, этих вальсов 5. Это один из самых длинных вальсов Штрауса. Венский лес, как известно, это область рядом с Веной, неподалеку от Вены. С одной стороны она окружена дубово-буковыми прекрасными лесами, а с другой стороны курортными местами города Баден. Ну и, конечно, известный на весь мир эту область сделан именно Иоганн Штраус, написав свой знаменитый вальс «Сказки Венского леса».
1838 году была открыта железная дорога Санкт-Петербург-Павловск. И на конечной станции Павловск архитекторы и власти решили организовать не просто вокзал, но, скажем так, курортную зону, где было место для прогулок, для кафе, для ресторанов и, самое главное, концертный зал внутри вокзала и рядом с вокзалом. То есть круглый год там проходили концерты. Это первое официальное культурное учреждение в России, именно Павловский вокзал. Конечно, в основном концерты проходили летом впоследствии. И вот Иоганн Штраус работал там с 1856 года в течение 10 лет постоянным дирижером. То есть он был главный дирижер Павловского вокзала в течение 10 лет. И очень много, конечно, музыки там исполнял, своей, музыки других композиторов, в особенности русских композиторов. С ними завел множество знакомств. И, конечно, он писал очень много музыки в это время. Вообще он всегда писал, когда ехал в карете, до концертов, после концертов. Все время его было занято музыкой. Сейчас мы исполним два произведения, которые были впервые в качестве премьеры исполнены именно на Павловском вокзале. Это «Персидский марш» и полька, которая так и называется «В Павловском лесу».
В 1869 году в Вене проходил корпоратив, как сегодня бы сказали, по случаю того, что один из крупнейших промышленников выпустил 20-тысячный стальной сейф. Эти сейфы были очень популярны среди австрийской монархии, потому что они были несгораемыми. И вот Иоганн Штраус специально, изображая звук молотов, которые куют железо, написал польку, которая вторит рекламной кампании. Эта полька называется «Огнеупорная». Раз. Знаменитый вальс Штрауса «На прекрасном голубом Дунае»
является неофициально гимном Вены, гимном Австрии. Это одно из самых известных в мире музыкальных произведений. Даже если кто-то не ассоциирует название с музыкой, то, очевидно, главную мелодию, или, скажем так, припев этого вальса слышал каждый человек. Первоначально Штраус написал его для Венского хорового общества, там должен был звучать хор. Эта премьера состоялась, но не очень успешно. Штраус расстроился и сделал чисто оркестровый вариант, который по сей день исполняется. И вот тогда, через год, получается, после написания, этот вальс разошелся миллионным тиражом, и именно после него Штраус стал всемирно известным музыкантом, всемирно известным композитором. Это, безусловно, очень миловидная, приятная музыка, но, очевидно, это одна из самых теплых и душевных страниц творчества Иоганна Штрауса. Иоганн Штраус, вальс на прекрасном голубом Дунае.
египетский марш, написанный по случаю открытия Суэцкого канала, и полька «Под громом и молнией».
прочих заслуг Иоганн Штраус, младший, внес огромный вклад, если не сказать, что он был фактически основателем, в развитие австрийского театрально-комедийного жанра, то есть оперетты, которая от оперы отличается большей легкостью, большим количеством диалогов и, в общем, по многим другим параметрам. Оперетта в Австрии, в Вене конкретно, начала развиваться в 1860-е годы под большим влиянием великого французского композитора Жака Оффенбаха. Именно по его совету Штраус сам начал писать оперетты, но в целом венская оперетта — это совершенно отдельный жанр. В ней, по сравнению с французской, отсутствует столь ярко выраженная политическая сатира, злободневность, а в целом все характеры, как положительные, так и отрицательные, в венской оперетте трактуются в духе добродушного юмора. Для Штрауса оперетта — это, конечно, очередной способ написать фантастически искрометные танцы. Любая из его оперет, особенно «Летучая мышь», увертюру, которую мы сейчас исполним, это подряд идущие фактически один за другим чардаши, кадрили, польки, марши, вальсы, в которые вплетаются вокальные партии. А все темы этой оперетты «Летучая мышь», одного из самых известных сочинений в этом жанре, разбросаны и соединены по всей увертюре. В завершении сегодняшнего вечера Иоганн Штраус, увертюра к оперетте «Летучая мышь».
Дорогие друзья, мы благодарим всех за теплый прием. Приглашаем на следующий концертный вечер, который состоится здесь, 16 марта. Будет впервые в Уфе исполнена полная версия балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского. Большое спасибо и до новых встреч!